Сегодня у нас интересный гость. Шамиль Идиатуллин, журналист-писатель или писатель-журналист. Обе ипостаси реализовались великолепно в его жизни. И сегодня мы поговорим об очень разных вещах. Надеюсь, что мои вопросы не будут звучать слишком банальными и глупыми. Шамиль, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. И первый вопрос про детство. Я как психолог обязательно должна спросить про детство. Скажите, вы были отличником в школе, у вас такой литературный талант, вы были, наверное, грамотны, писали сочинения на 5 или 6, выступали на каких-нибудь олимпиадах, отличник и так далее. Нет? Нет, конечно. Я во 2-3 классе, по-моему, был отличником, потом это позорная страница моей биографии была счастливо перевернута, но я в университете, его я закончил с красным дипломом, там было попроще со специализацией и всем остальным. А так у меня в школе были некоторые проблемы, не проблемы, скажем так, мне сложнее давались технические дисциплины, потому что, тем более, что я был в физмат-школе и ее кончила. Как-то, это хорошо на самом деле, потому что я и детей своих загнал в естественно, научные специальности, и очень рад тому, что они не пошли, скажем, с филологии, пошли по программерские какие-то вещи. И большие проблемы были, конечно, с дисциплиной, потому что Идиатуллин не вертись, и все остальное это было таким рефреном на каждом уроке. И, в общем, между Неудом и Иудом по удостоверению, я как-то проползал с трудом. В этих условиях говорить о том, чтобы стать отличником, было тяжело, но литература, русский, в меньшей степени, наверное, история, это все было, конечно, всегда без вопросов, и с учителями литературы, они меня, с одной стороны, любили, а с другой стороны, я время от времени им указывал на какие-то ошибки, и, в общем-то, что не было дополнительным поводом для любви, в общем, терпели, скажем так, но в итоге, по-моему, проникались, и на всякие, на Олимпиады, к счастью, не засылали, но в целом относились неплохо. Вот вы с детства любите фантастику. Эти книги в жанре фантастики, они вас так как-то вдохновили на литературный труд? Просто вы в 17 лет уже, по сути, определились со своим жизненным призванием и пошли в журналистику. То есть в 17 лет. Я в 17 лет вообще не понимала, чем заняться, и меня просто штормило от одного факультета к другому. В итоге я поступила на 2. А вы? Как так вот сразу? У меня все смешнее и трагичнее. Я с 16 лет профессиональный журналист, можно сказать, потому что я пошел на работу в редакцию, когда мне 17 не исполнилось еще. Страшное дело. Интересно. И это, был паллиатив, потому что я лет в 12-13 решил стать писателем. Я твердо понял, что в морские пехотинцы я не подхожу по здоровью, поэтому, что сделать, что остается? Надо в писатели идти, больше ничего меня особо не интересует. Книги были моим светом в окошке, смыслом существования и всем остальным, и не только фантастика, вообще все что угодно, но фантастика, она была из таких жанровых, что ли, текстов. Мне всегда хотелось, чтобы была хорошая, крепкая история, чтобы были классные герои, на место которых стоит себя поставить, интересно поставить. И там, что это было? Это либо про войну, либо детективы, либо фантастика. Про войну, в принципе, это общий канон, который и так все знают, помнят, он весь прочитан, и тяжеловато, на сердце всегда от него, поэтому не то, что себя хочется ставить на место героев, которого в конце убьют, хочется, чтобы немножко еще пожить. И не волшебства. Да, еще такого. Не волшебства это в меньшей степени, то есть не то, чтобы волшебство было, наверное, его не хватало в жизни, скорее фантастики не хватало, космических полетов, заглядываний в будущее или прошлое, этого, конечно, очень не хватало, что-то такого, что перечеркнет серые будни, позволит распахнуть и покажет, что там за стеночкой. Поэтому оставалась фантастика. Фантастика, к счастью, советская фантастика была очень крутой, очень развитой. Спасибо братьям Стругацким, в первую очередь, которые были вершиной мирового уровня. Кстати, Стругацкие открыли себя довольно поздно, просто потому что их не издавали, пока я рос. Их с 72 по 85 год практически не переиздавали и не издавали ничего нового. Поэтому я обходился без них, как-то чего-то искал. Но, тем не менее, к годам 12 я твердо решил стать писателем, и, в общем-то, года 2 или 3 жил с этой сладкой идеей. Меня все так умные взрослые люди, родители в первую очередь, учителя во вторую, так
говорили, ну, может, подумаешь, может... Как-то это не для мальчика, нет? Да не то, что не для мальчика, ну вот как бы, где мы и где писатели. Ну, то есть мы, это город Набережные Челны, это условный 81-82 там год, это вот то, что потом назовут застоем, это твердо сложившаяся на века номенклатура, которая никогда не рухнет. В то время был молодым писателем был 45-летний бородатый дяденька. А писатели матерые, как и, в общем-то, и политики, да, они все были вот, ну, это торжество геронтократии, это уже за пенсионный возраст, в который мы сейчас радостно возвращаемся. Родители это понимали, скажем, сочувствующие взрослые другие это понимали, я понимал в меньшей степени. Может быть, это и к лучшему, вы просто шли вот за своим желанием, да? Может быть, но тем не менее, понятно, что меня бы ждали страшные обломы, если бы я действительно, условно говоря, попробовал поступить в литературный институт, потому что это бы мне ничего хорошего не дало, это бы никак не обеспечило мне литературной карьеры, и ничего хорошего я не написал, само собой. Потому что, как говорится, когда говорят эти банальные слова, что надо знать жизнь, что там Джек Лондон, бла-бла-бла, это правда. Нельзя стать, можно стать хорошим поэтом и написать 2-3 хорошие книжки в 15-16 лет. Хорошую прозаическую книжку в этом возрасте не напишешь. Или напишешь случайно. Да, нужен опыт, нужна жизнь, нужно тупо вот в быту, в отношениях, в социальной среде повариться, и только тогда будешь собой как рассказчик что-то из себя представлять. И вот мне страшно повезло, что годам к 14, по-моему, меня все-таки, по-моему, классная руководительница сманила, сказала, что попробуй, просто попробуй. Вот есть при газете «Рабочий КамАЗа», это была заводская газета, но она выходила на весь полумиллионный город Набережные Челны. По нынешним временам это были совершенно какие-то сногсшибательные ураганные масштабы, потому что газета выходила 5 раз в неделю тиражом 40 тысяч экземпляров. Это вот заводская газета. Просто потому что на КамАЗе работало 120 тысяч человек, а в Челнах жило 500 тысяч. И она была вполне сопоставима с городской газетой, даже круче ее была, и выглядела круче, и темы были круче, и в конце концов бумага была лучше. Потому что у нас была офсетная печать, а у знамени коммунизма у городской газеты была печать высокая, она была желтенькая, пачкала руки и т.д., а рабочий КамАЗ руки не пачкал. При этом в боевом листке заводской газете был создан совсем боевой листок стараниями Ирины Николаевны Басниной, замечательный журналист, который работал на радио КамАЗа, и вдруг, по-моему, она не добровольно, ей сказали, ну-ка давай-ка что-нибудь там, общественную нагрузку возьми-ка на себя и давай-ка повоспитай нам юнкоров. Вот. Ну, просто так положено было. И она создала, воспитала, и как-то это совпало с тем, что как раз началась перестройка, это 86-87 год, как раз стало можно писать, ну, естественно, в нормальные советские журналисты я бы сроду не пошел, потому что про надой, про перевыполнение плана и про то, что Леонид Ильич дорогой или там дорогой Юрий Владимирович выехал на поля какие-нибудь или переключился от одной батарейки к другой, ну вот неинтересно писать. А когда действительно вот жизнь, это чуть-чуть не писать. Вам позволяли это, да, делать? То есть вы вот как юнкор уже могли писать на свои темы? У меня одна из первых заметок была... То есть у меня было 2 громких заметки у сопляка 14 или 15-летнего. Одна называлась «Верните городу поэзию». Я там топил за то, чтобы переименовали город Брежнев обратно на Набережные Челны. И эту заметку зачитывали на классном часе, в общем-то, и там говорили, о чем... Вот непонятно, как к этому относиться. То ли это уже можно сопляку, да, вот 14-летнему такие вопросы ставить, или 15-летнему, то ли все-таки он слишком много на себя берет, и пока партия и правительство не решило вернуть... Как бы нам за это чтобы ни было, да? Да. Но так там мы к готовому выводу в том 87-м году, это, значит, мне было 15 лет еще, не пришли. И была заметка еще, которую я по комсомольской дурости включил в конце кусок, что вот, и от этого вот, я не помню же от чего, от этого недалеко до распространения каких-то писем подметных, которые раскидываются по ящикам. К счастью, Ирина Николаевна этот кусок выкинула. И я ей страшно, помимо прочего, еще и за это благодарен, потому что мне было бы стыдно до сих пор. Я был правоверным комсомольцем, само собой, я был, исходил из того, что вот есть... скажем, партийная, советская точка зрения, есть все остальные антисоветские, и они не имеют права на существование. И, по счастью, я уж не помню, про что заметка была, но вот этот пассаж из него был выкинут. То есть, все-таки редакторская работа была, все-таки вас так... Конечно, то есть она нас натаскивала, она нам говорила, то есть она давала нам написать, чего хотела, а потом вот потихонечку что-то объясняла, или правила, или резала. Это прекрасная школа. Прекрасная, замечательно. И именно поэтому я, когда после этого поступил на журфак
То есть меня поэтому, я поехал сдавать, поступать в Ленинградский университет, почему-то у меня было ощущение, что, или кто-то мне напел, что есть две журналистские школы замечательных в Советском Союзе, это Ленинградская и Свердловская. МГУ не рассматривался почему-то, то есть журфак МГУ, а зачем? Интересно. Там тоже, опять же, номенклатура работает, тебе это не готовят, тебе это не интересно, да, мне это не интересно. Поэтому поехал поступать в Ленинград, и там у меня, в общем-то, я оттуда уехал, не дождавшись завершения экзамена, страшно обиженный, потому что там довольно сильно валили на экзаменах и занижали оценку. Но творческий конкурс я там прошел со свистом, и потому что принимали эти работы живые настоящие журналисты из ленинградских газет как раз, ради, может быть, работы, в которых я туда и отправился. Они сказали, вообще-то в своем уме, весело спросил меня чувак, принимавший работу, вы понимаете, что написали? Так, молодец, сказал мне, давай, желаем удачи. Не повезло, я уехал и в итоге поступил не в Ленинградский университет, а на заочку Казанского. На заочку, потому что как раз в то время, опять, то есть исходно в 70-е, 80-е годы было правило, согласно которому человек имел право, абитуриент, поехать в столицу, попробовать поступить в Москву или Ленинград, если не получал, или в Киев. Если не получалось, он возвращался домой и поступал туда. То есть он не терял возможность в этот год, Да, но к середине 80-х годов, к концу 80-х годов, в 87-88, когда я закончил школу, это правило отменили и сделали единовременными экзамены, поэтому если ты пробовал себя в столицах, ты терял шанс поступить у себя. И поэтому я в Казани поступать уже не успевал и поступил на заочку, а перед этим я еще должен был устроиться на работу, потому что на заочку не брали без работы. Поэтому я там со страшной силой устраивался на КамАЗ работать. У меня была корочка после профессионального производственного обучения, после практики в школе. Корочка, оператора вычислительных машин. Да, мы же все учились в школе на какую-то профессию. Да. Я, например, фасовщик мороженого на молокозаводе. Какая замечательная работа, это прекрасно, это работа мечты. Какой-то разряд у меня даже есть, представляете? Да, я тоже был оператор вычислительных машин первого разряда, самого низшего. И корочка у меня соответствующая была, поэтому меня приняли на работу в локальный вычислительный центр ремонтно-инструментального завода единого научно-технического центра Камского производственного ордена Ленина объединения по производству большегрузных автомобилей КамАЗ. Я до сих пор помню, у меня первая запись в трудовой книжке. На полтрудовой книжки. Да, а больше там ничего и нет. У меня после этого было 2 или 3 работы. Все, я, к сожалению или к счастью, очень лоялен. Да, и не сильно скачу по рабочим местам. Так я стал журналистом, то есть я уже, соответственно, к 2-й или 3-й заметке в юном камазовце, в этом боевом листке, не мыслил себе другой специальности, другой работы. Мне это было интересно, мне это заводило, и я в локальном вычислительном центре проработал 3 или 4 незабываемых месяца. Незабываемых, потому что это был 88 год, это по советскому телевидению начали показывать первый в его истории сериал, мыльную оперу «Рабыня Изаура». И моими коллегами были примерно 30 или 35 женщин в возрасте от 35 лет. Они все смотрели этот сериал, они его обсуждали. Они работали, потому что они ловкие, они умелые, у них пальцы бегают, они все это делают. И они обсуждают сериал с 8 утра до 5 вечера. Я сижу между ними, мне никуда не деться, я все это слушаю. Да. Это был ад. Ну, смешно, это тоже практика какая-то, возможно, полезная. Ну и в итоге я сразу, естественно, запросился в газету, в рабочий КамАЗ, собственно, на полставки хотя бы. Мне сказали, что мы тебя уже помним, мы тебя знаем, да, мы тебя возьмем, но когда место освободится. Оно освободилось в ноябре, как раз должен был уволиться человек и уехать, он уволился и уехал, и я с ноября 88 года, я прям совсем профессиональный журналист, у меня красивый, чем отличается моя трудовая книжка, тем, что, во-первых, там мало записей, во-вторых, очень красивые даты, например, 11.11.88, это моя работа, начало работы в газете, или там
похожие какие-то, на КамАЗ я поступил 08.08.88, вообще красота. Вот, и как так это и шло, и с тех пор я немножко западаю на всякие числовые принципы, и все жду каких-нибудь круглых дат или дат. Ну, в прошлом году, я думаю, вы насытились по полной программе на эти даты, да, 20, ну, да. 20, да. Это продолжается. Иногда срабатывает. 21-12, 20-20, да, просто все, да. Вы упомянули братьев Стругацких. Я в одном из ваших интервью слышала, что вы назвали, когда спросили, кто ваш любимый писатель, вы сказали, ну, наверное, Стругацкие. И еще я у вас на сайте увидела список критериев настоящей прозы, да, то есть хорошей прозы, стоящей прозы. На мой вкус. Да, на мой взгляд, конечно, да. Это ваше личное, да, то есть получается, что вот Стругацкие, они соответствуют вот этим критериям, да, практически всем. То есть какой процент должен быть соответствия, чтобы вы, Шамиль Идиатуллин, сказали, да, это стоящая проза? Ну, там два момента или несколько моментов. Во-первых, надо, чтобы текст меня зацепил. Зацепить он может либо очень хорошим слогом, либо замечательным диалогом, либо каким-то героем, который меня действительно заставляет себе сопереживать и поставить себя на его героя место. Но понятно, что если какие-то другие критерии, другие тактико-технические характеристики текста будут слабенькими, то я этот текст тут же отброшу и забуду про него. Если я его дочитал до конца, скорее всего, он очень хороший. Даже если меня концовка разочаровывает, я с ней не согласен с посылами автора и прочее. Мне на самом деле не только Стругацкие, конечно. Стругацкие, как я сказал, уже довольно поздно в моей жизни появились, к счастью, к сожалению, к большому сожалению, ну и к счастью, потому что я, может быть, в детстве я гораздо меньше бы понял, и вот когда... Может, впечатление другое было. Да, когда текст ложится на вот уже юношеское, не подростковое, а юношеское, либо почти взрослое сознание, это совсем другой эффект он производит. С детства вот у меня любимый писатель был Крапивин, он совсем был для меня вот прям нашим всем. Я ради него выписывал несколько журналов, «Пионер», «Уральский следопыт», я рыскал по макулатурным каким-то... Например, я его открыл по Крапивину, мне было лет 8, я, как всегда, болел, я очень много болел в детстве, у меня была пневмония и хронический отит, поэтому я... Именно поэтому я много читаю, у меня вообще есть концепция, что нормальный человек много читать не должен. Ну, то есть, он читает... То есть, если он много читает, он априори чем-то болен. Да, потому что лежит в больничке, либо дома один, и чем ему заняться. Телек не показывает, компьютер еще не изобрели, в нынешнем виде интернета нет, поэтому приходится читать. Я очень много лежал в больницах, в том числе в других городах, и там в 7 лет я месяц отлежал в Киевской больнице, например. В санатории, вот это. Да. И это еще, что я ходил? Я ходил, чем я занимался? Я ходил, шакалил по палатам, у всех выбивал книжки, любые. Вот я читал все на свете. То есть я 8 лет прочитал страшный полудокументальный роман про советского разведчика Маневича «Земля до востребования» Воробьева. И это не то, что там приключенческая литература, а документальный роман, на первых страницах которого разведчика арестовывают, потом он мыкается по концлагерям. Вот, и для 7-летнего или 6-летнего даже ребенка это вот не то, что подходящее чтение, оно нормально зашло. Я блокадную книгу прочитал, или там «Каратели» Алексея Адамовича, тоже лет в 8 или 9, тоже благодаря больнице. Ну, куда деваться? То есть такое было чтение. И на этом фоне какие-то книги, которые не совсем ушибали, но захватывали тебя и тащили куда-то вот совсем в мир, в котором ты хочешь жить, они ценились особенно на вес золота. Поэтому была фантастика, но не вся, потому что очень много было плохой фантастики. Издавалась интенсивно плохая фантастика Казанцева, Немцова, Охотникова еще издавали. И там вся библиотека советской фантастики, начиная с 73-74 года, была очень скверной на 90%. Не всем 90%. А как же, получается, вы стали вот любителем фантастики? То есть вы все-таки читали зарубежных я искал. авторов? Нет, там все равно как-то даже плохую литературу, плохие книги читать надо, полезно в малых количествах, потому что иначе ты не поймешь, что такое хорошее. Да, и пока ты не попробуешь там что-нибудь очень кислое, ты не поймешь, в чем прелесть сладости или нейтрального вкуса. И поэтому вот я, когда открыл Крапивина, как я открыл и возвращаюсь как оборванный нить, я бродил в квартире, больной, осипший, там, с температурой, заняться было нечем, все книги были перечитаны. Я начал рыться в подшивке старых пионеров. У меня старший брат был,
ему выписывали пионер, потому что ему пионерского возраста, я еще не был пионерского возраста. И в прошлогодней или позапрошлогодней подшивке обнаружилась повесть, которая печаталась в 5 номерах. Первых 2 не было, 3, 4, 5 был, поэтому я раньше не читал, начала-то нет. Да. Начал его читать, это был «Колыбельная для брата» Владислава Крапивина, она меня так сразу схватила и убрала. А там еще не было... Да, с 3-го номера начал читать, прочитал 1, 2, 3, 4, 5 ее, она стала моей самой любимой, и дальше я начал бегать по букинистам и по макулатурным кучам, искать начало. И это было неважно. Потом я нашел 2-й номер, в котором не было первой страницы. И вот я с полуслова, буквально с полуслова, значит, я додумывал, что там в начале было. Возможно, это как-то сказалось на воображении, на подходах ко всему этому. Потом, когда я нашел первый журнал за 79-й год, это было такое счастье. Вот теперь у меня вся эта книга. Да. Ну и так Крапивин вошел в число моих любимых авторов. Потом 2-м любимым автором у меня стал совсем неожиданный и нетипичный для детского чтения Виктор Каневский. Это, вообще говоря, совсем взрослый автор, маринист. Он писал формально про моряков, про капитанов. На самом деле это была летопись советской жизни. 70-х, 60-х, начала 80-х годов. Очень честная, очень крутая, очень смешная, потому что он дико смешной. Он, в частности, автор сценария 2 знаменитых комедий «Полосатый рейс» и «33». Но как раз вот таких книг у него нет, эти чисто сценарии. И это не то, чтобы показательно. Это показательно в том плане, что он дико смешной, страшно остроумный, такой желчный, ядовитый, но не показательно в плане, что он очень серьезный. Он с усмешкой говорит очень серьезные вещи, которые понимал даже пацан такой, как я. И это для меня было очень важно. Но третьими стали Стругацкие. А главная книга почему-то оказалась для меня «Момент истины» Владимира Богомолова, книга про военную контрразведку, действия которой происходит в 1944 году. Другое название в августе 44-го. Я ее прочитал впервые лет в 13 или 12, нифига не понял. Понял, что там очень крутая концовка, потому что там был экшен, прям экшен. И он меня как-то пробил, и я подумал, а зачем вот как бы долго-долго тянуть резину, вот как жевать мекину, первые 4/5 книги, чтобы в конце дать такой экшен. Почему сразу нельзя было дать? Я начал об этом, видимо, думать. Я начал перечитывать. 2, 3, 4, 5 раз. Книжка стала любимой. Не то чтобы я однозначно ответил себе на эти вопросы, но когда мне говорят, что у тебя там как-то интересно, такое немножко трудноватое и не очень даже дружелюбное начало в такой-то книжке, а потом как-то вот как на санках с горы не остановишься. Почему так? Я так сижу, и думаю, а я не виноват, это Владимир Богомолов виноватый. Понятно. То есть вы, можно сказать, литературоведческую такую провели работу, перечитывая, возможно, да? Понятно. И для себя какие-то нашли... Причем это было не на уровне осознания, не на уровне понятной работы мысли, а на уровне какой-то рефлексии и понимания, что вот, наверное, вот так вот было бы неплохо. Ну и, возможно, возможно, это мои домыслы, возможно, это правда. Но как-то вот так все это и было. Ну, получилось, для вас было близко вот именно такой подход вообще к литературе? Да, получается так. То есть ты всю жизнь состоит из того, что ты ходишь и там нащупываешь чего-то, и нравится, не нравится, свой, чужой. Этого я буду держаться, от этого я буду держаться подальше. Ну и, соответственно, исходя из этого, ты, если тебе везет, вылепливаешь свою жизнь такой, какая она должна быть на твой вкус, на твой взгляд. Ну вот, в литературной части, по крайней мере, у меня было примерно так. И я, если не ошибаюсь, у вас есть премия имени Крапивина, да, по-моему? Да, в 2012 году я за роман «Убыр» получил Крапивинскую премию. Вот я видел Владислава Петровича 2-й раз в жизни. Вот он жал руку мне, я страшно горжусь этим, страшно доволен. Очень горю по поводу того, что нас покинул в прошлом году. А вы ему рассказали, как у вас знакомство с ним состоялось в детстве? Да я подозреваю, что он знает, потому что вот когда приезжают люди получать Крапивинскую премию, там, если каждый из них откроет рот и расскажет про свое отношение к Крапивину, как он жил с ним, открывал его, это получится более-менее синхронные, совпадающие до каких-то мельчайших деталей речь. Понятно. То есть, я думаю, 250 раз ему выслушивать это было сложновато, но по глазам он, я думаю, все понимал. При том, что мы-то на него не похожи, мы-то пишущие авторы. Вот есть замечательный снимок, который я пару раз публиковал, так сказать, с добродушной иронией, а последний раз уже с тоской, когда Крапивин умер. Это есть прекрасный, один из самых сильных, может быть, один из 2-3 самых сильных отечественных авторов, Эдуард Веркин. Его мало кто знает, потому что он считается детским писателем, но он писатель такой очень большой, сильный, крепкий,
который в учебнике литературы точно войдет. И мы с ним получали премию одновременно. То есть, и есть снимок, мы сидим, там большой зал, как раз церемония, собственно, была, где встречались номинанты на премию с самим Крапивиным. Вот Владислав Петрович сидит в углу, мы с Эдиком сидим за столом. Вот так. Сижу я такой, сидит Эдик такой, и Крапивин нас смотрит. Вот оно, какое-то молодая шпана, и все это поколение, молодое незнакомое, которое, не то чтобы мне сильно нравится, как бы думает он, наверное, но, ну что ж, такое вот оно. Мы не выбираем будущее, оно с собой приходит и становится настоящим. Убыр, да, произведение, я много прочитала рецензий на него, тоже увлеклась очень сюжетом, пока не решилась прочесть. А как издавался ваш первый роман «Татарский удар», если я не ошибаюсь, да? Вообще вот обычно писатели рассказывают об издании своего первого романа как о череде каких-то вот бесконечных мытарств по изданиям. Вот тут не получилось, здесь отказали, но я старался, я ходил, да? А как у вас история сложилась? А у меня два в одном. У меня одновременно и вот эти микромытарства были, и действительно везде отказывали, а с другой стороны все очень быстро получилось. Потому что я книжку писал долго, мучительно, года 4 или 5. Я работал в редакции. Писать я начал потому, что перестал писать в газету. Я вырос до редактора, до главного редактора, там, до какой-то должности, которая заставляет заниматься менеджерскими и организационными вещами, давать поручения и писать не своей рукой, а журналистами. И поэтому мне уже и не по чину, и не по правилам, и не по понятиям было писать самому, к сожалению, а привычка-то осталась. Поэтому я вот как-то в определенный момент, еще в Казани, когда жил, весной 2001 года сел и написал пролог. Книжку, которую потом писал довольно долго. Через полгода после этого меня перетащили в Москву, уговорили переехать собственно, головной офис издательского дома «Коммерсант». Там мне полгода было, естественно, не до того. Потом я опять начал писать кусочек. Опять бросил. Ну и так далее. И совершенно не было понятно, зачем это писать. Потому что я уже тогда понимал, что пишу не так, как все остальные. Пишу довольно колюче, жестко, остро и, в общем-то, так не принято, так не положено. Это слишком умно и не просто для жанровой прозы, и слишком жанровой и быстро для так называемой большой литературы, которую ласково называют пол-литра. И поэтому смысла особого завершать не было, но и при этом не было особого желания становиться одним из миллионов журналистов, у каждого из которых лежит в столе недописанная рукопись. Она гениальная, она вот будет дописана, и все узнают, но никогда не будет дописана. Ну, то есть не хотелось быть одним из них, ну а куда деваться? Не мы такие, жизнь такая. И вот мне помогло то обстоятельство, что я однажды увидел объявление о том, что принимаются работы на конкурс остросюжетной прозы. Подумал, не остросюжетная, давай попробуем дописать. Там была маленькая проблемка, связанная с тем, что рукописи принимались, они завершали приниматься, условно, 1 апреля. Я увидел там, например, в конце февраля. То есть у меня было чуть больше месяца на то, чтобы дописать там, типа треть романа. Он был у меня написан подряд на 2/3 и кусками как существовал в остальной части. Вот эти 2/3 я писал больше 3 лет. За месяц написать все остальное было странно. Я челлендж, подумал я, и сел писать совсем упорно, и дописал, и там был смешной момент, когда я последний день марта, у меня еще не было дома интернета, я бегал, было, допустим, время 9, 10 час, я бегал по соседям, искал там, нет, 9 еще не было, потому что в итоге, когда выяснил, что у соседей нифига нет интернета, я побежал на почту, отправлял оттуда рукопись. Мытарство. Да, это смешные мытарства, потому что я сел за компьютер, открываю, там немедленно вирус, там немедленно порно-сайты, там немедленно какая-то такая ерунда, которая не позволяет мне открыть почтовые ящики. Дайте мне другой компьютер, другого нет, что делать? В общем, время-то часики тикают, мы сейчас закроемся, уходи отсюда. Вот успел отправить, естественно, ничего не получил, никуда не прошел, но тем не менее закончил роман. У меня был на руках роман. И я такой гордый, что ж, конкурс меня не оценил, но меня оценят ведущие издатели. Я нашел в интернете, на рабочем интернете,
список издательств, список, да, ведущих издательств, которые обязательно заинтересуются такой замечательной рукописью, и отправил им. Там штук 5, по-моему, было издательств. Не откликнулось, по-моему, ни одно. Я такой, ладно. Я нашел список издательств менее крутых, которые, тем не менее достойных. Отправил по ним. Вот, откликнулся одно или два, явно не прочитав, там, типа, я написал старательно описание рукописи, что это такое, технотриллер, политический, мне написали, триллеры не печатаем, спасибо, до свидания. Одни, по-моему, ответили, или двое, а остальные, тоже не, или там, спасибо, неинтересно. Ну ладно, подумал я, нашел список всех издательств и разбросал по ним. И одно из них, издательство «Крылов», ленинградское, о котором я вообще ничего не слышал, оно, оказывается, уже как раз к тому времени затевало такой проект «Мужской клуб», и поскольку оно было очень небольшое и малозаметное, оно было совершенно отмороженное и могло печатать все, что захочешь. То есть они были свободны вообще в своем выборе. Да. Вот, и их совершенно не трогало, что им сказали, что вы печатаете какую-то совсем разухабистую литературу, слишком сложную литературу, слишком политически заостренную литературу. Ёлки-палки, у меня там, Казань ссорится с Москвой, Америка бомбит Казанский Кремль, а потом, с Казани наносит ракетный удар по Белому дому в Вашингтоне. Кто такое напечатает? Не принято еще было такого. После меня стало принято. И мне из Крылова пришло письмо через неделю или две после того, как я отправил свою рукопись. Очень понравилось. Если вы согласны, берем к публикации, гонорар такой-то, тираж, скорее всего, такой-то. Согласны? Конечно, сказал я. И письмо мне пришло, например, в сентябре, а уже в конце декабря книжка вышла. То есть, с одной стороны, да, можно поныть, пожаловаться на тему того, что если бы, например, книгу взяли не петербургские издатели, малоизвестные, у которых все остальные книги были более трэшовые, более и даже не художественные, они довольно интенсивно издавали всякие такой типа «Мужик с топором», книжка тренера по карате Кочергина про то, как драться на улице. Например, что-то такое. Но, может быть, если бы я вышел в другом издательстве и с другим названием, потому что название предложили поменять они, «Татарский удар», у них было два варианта, «Русский размен» и «Татарский удар». У меня-то было Россия, как бы, смесь русского и английского написания названия нашей страны. Вот, я, если выбор такой, разве русский или татарский, наверное, пусть будет татарский, как Господь с ним. Да. Но во многом из-за этого боюсь, что, то есть, сочетание издательства малоизвестного, которое не попадает в орбиту внимания критиков и широкого круга читателей, странноватое название, странноватая фамилия автора, странноватая обложка, на которой американские пехотинцы высаживаются с вертолета на фоне Кул-Шарифа, мечети, странноватая рубрика «Современная фантастическая авантюра», то есть как бы фантастика, хотя это не фантастика была, а как там Джеймс Бонд, это же не фантастика, например, или там какой-нибудь технотриллер, в котором условные американцы высаживаются в Северной Корее, или условные северные корейцы высаживаются в Вашингтоне и всех убивают. Это же не то чтобы фантастика, да, это триллер такой вот. Да, мы этого не было, но это, не дай бог, могло быть. На тему. Да, на тему, да. Вот. Тем не менее, они назвали это, чтобы подстраховаться, современной фантастической авантюрой, и те, кто, вот как вы, например, фантастику не жалуют, они, естественно, класс, не берем, не читаем. И плюс к этому близилось тысячелетие Казани, и чуваки в издательстве придумали замечательную вещь, они поставили поверх книжки, поверх обложки «Тысячелетию Казани посвящается». Книжка, в которой бомбят Казань, как бы сносят с лица земли. Делает ответный удар, поэтому тут тоже... Да, но тем не менее получилось очень глумливо, очень забавно и остроумно. И эта книга в итоге... Она была мало кем замечена, она распространялась довольно странными путями, то есть в Казани, например, ее первый год или полтора не могли найти, потому что ее не привезли туда, а потом она уже и кончилась везде, и поэтому в Татарстане ее мало кто прочитал, мало кто про нее узнал. А при этом в Москве, в Петербурге, где-то на просторах интернета шли дикие дискуссии на тему того, зачем такая странная книга, кто на самом деле ее написал, кто такой Фатх Идиатуллин, чей это псевдоним, зачем, татарские власти проплатили этому журналисту за написание этой книги, зачем он написал. Зачем федеральные власти проплатили за написание антитатарской книги. То есть я был одновременно антитатарским, антирусским, антироссийским, антиамериканским и, в общем-то, все на свете. И репутационное богатство
было настолько колоссально, что до последних лет, вот, ну, у меня там с тех пор есть несколько поклонников, которые, к счастью или к сожалению, меня не знают лично, но они знают про меня все, и в частности пишут, что, вообще говоря, автор полковник ФСБ, он просто так не напишет. Имейте в виду, он знает, о чем писать, рекомендуем эту книгу, немедленно надо ее перепечатать. Вот, то есть так я столкнулся впервые с классом городских сумасшедших, буйных. До этого я их только в газете знал, потому что в газету пишут только либо люди, у которых все очень плохо, либо люди, которых зацепили в тексте и им надо немедленно это исправить, либо городские сумасшедшие. Вот, прям безумцы, что вот ну, натурально, как по пародии есть на тему того, что сосед через розетку травит меня ядовитым газом. Вот ровно вот такие люди и пишут. А они, оказывается, есть и в книжном, так сказать, деле, но они уже воспринимают это не шкурным личным интересом, что сосед меня травит, а в том плане, что вот есть писатель, которого надо немедленно распропагандировать, потому что он расскажет правду о том, что сосед нас травит газом через розетку. Было забавно. Вот так у меня появилась первая публикация, то есть я был страшно горд тем, что я теперь как бы писатель, как бы у меня есть книжка, но при этом кому я ее покажу, кому расскажу, это мало чем отличается от издания за свой счет, ну вот, и то есть всерьез обо мне услышали там сильно позже, через годы, через десятилетия, возможно. Но, тем не менее, я страшно благодарен и издателям, и издательству, и лично редактору, который книжку заметил, выцепил из самотека, да, из почты, получается, да, что это был ваш первый шаг, вот просто именно на пути вот писателя-романиста. Иначе бы я другой остальное бы не написал, конечно. Да, скорее всего, осталось бы в столе, вы бы там конечно. Уже в работе бы не получилось растопили все свои, естественно. Да, амбиции. Здорово. Ну вот получается, что, наверное, Вселенная дает какого-то такого человека, может быть, вот совершенно... Но опять же, надо покупать лотерейный билет. Надо пробовать. Да. Если бы я не пробовал постучаться во все двери, я бы эту самую малозаметную дверцу бы не нашел. Да, она именно вот малозаметная, да, то есть это как испытание какое-то, а дойдешь ли ты, да, вот этой вот скрытой маленькой дверцы, да, развернешь ли ты все упаковочки, да, все бумажки, чтобы дойти до этого подарка, да. Просто терпение тоже очень нужно.